Февраль – достать чернил и плакать. Так этот месяц описывал знаменитый русский классик. И если у Пастернака февраль – это предвестник скорой весны и слякоти, то для Якутии это еще один месяц зимы. Какие прогнозы дают синоптики, узнавал Петр Васильев. Такую картину жители Якутска, да и, пожалуй, всей республики наблюдали в течение месяца. Туманы и сильные морозы держались на территории региона весь январь, ну а местами температура воздуха падала до 60-62 градусов. Ну а какие же погодные аномалии и сюрпризы готовит нам февраль? 30 туманных и морозных дней января – это результат работы тропосферного циклона с арктическим холодом. Он перемещался с северо-запада на юг и принес не только экстремальные температуры на большую часть региона, но и ряд удивительных природных явлений. Так, например, благодаря все тому же циклону на северо-востоке республики фиксировали температуру в пределах -2, -3 градусов. А в Южной Якутии столбик термометра местами доходил до -65. Однако, как отмечают синоптики, температура все-таки аномально холодной не была. Низкие температуры 2021 года побить не удалось. Мы сравним 21 январь и 23 январь. И тем не менее, казалось, что в этом году было гораздо холоднее, долго, туман. Такие вот у нас температурные рекорды по территории республики. И тем не менее, в этом году все равно январь был на 1 градус теплее, чем в 2021 году. Что касается февраля, то синоптики прогнозируют небольшое потепление в первых числах месяца, а уже затем грядет постепенное возвращение к февральской среднегодовой норме. Это все будет результатом действующего циклона, который пришел на территорию республики с Камчатки. За последние 30 лет мы, конечно, привыкли, что у нас зимы, в общем-то, в основном мягкие зимы. И поэтому даже по населению видно, как одеты. Немножко расхлябались, стали легко одеваться. Вот. А все-таки северянин – это не тот, кто не мерзнет, тот, кто тепло одевается. Поэтому я думаю, что зимние вещи убирать еще не нужно. Уже начиная с завтрашнего дня у нас постепенно погода начнет, ну, если так можно сказать, налаживаться. То есть она должна быть северная, настоящая. То есть мы будем постепенно возвращаться к норме. Норма для этого времени, начиная с 42-44, и дневная в пределах 38-40. Поэтому, несмотря на долгожданное, но краткосрочное потепление, специалисты все же советуют соблюдать необходимые меры безопасности, а в случае обморожений незамедлительно обратиться к врачу. Петр Васильев, Артем Алексеев, Семен Семенов, Якутск.